Всем привет! Это снова я, а это снова вы. И пришло время записать новое видео. Новое видео о правозащитнике Татьяне, которая выступала за отмену незаконно отобранных льгот у наших детей. На нашем телеканале Юрган вышел ролик, где показывают секретные кадры, добытые, неимоверной работой ФСБ, КГБ и вообще шпионов с кафешки, где Татьяна проводила время, где Татьяна поругалась с продавцами этой кафешки за то, что они не выполняют своих обязанностей, не убирают за столом, а говорят клиентам: идите уберите сами, по-хамски при том говорят, посылая клиентов. Естественно, на этом видео же нету этого разговора. Почему? Там звук не пишется. Но для наших ГАПЛ-СМИ звук не нужен. За кадром голос диктора вам все правильно расскажет. Так расскажет, чтобы вы в это поверили. Ну, не буду я вставлять кадры, то есть в свое видео кадры этого ГАПЛ-СМИшного видео. Если вам надо, посмотрите. А немного расскажу о той лжи, которую наговорил диктор, показывая вам веселые картинки. Добавлю, не был составлен на Татьяну протокол о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Ну, не было этого протокола. Был составлен протокол за неповиновение. Однако все ГАПЛ-СМИ называют Татьяну алкоголиком. Пьяный дебош в заголовках. Правозащитник, алкоголик Татьяна там разнесла кафетерий. Там такие ужастики пишут. Ну, понимаете, у нас, видать, полиция, она не может трезвого от пьяного отличить. Ну, и поэтому для полиции все трезвые. А вот журналисты, особенно ГАПЛ-СМИшные, они уже по слухам, либо по видео с камеры наблюдения сразу выявляют: ага, это бухой, а это не бухой. Есть предложение взять вот этих сотрудников, это просто ноу-хау, взять этих сотрудников и посадить в наших ГИБДД, в ту комнату, где находятся телевизоры со всех камер города. Они будут сидеть и выявлять по камеру пьяных водителей. Притом, вы представляете, сокращается время на экспертизу, сокращается время выставления вот этих экипажей, да вообще всех ГИБДДшников можно уволить. Ну, большую часть, по крайней мере, потому что будут такие у нас сотрудники, которые будут выявлять пьяных по видосу. И даже можно постановление о лишении прав сразу по почте с камер высылать. А еще им нужно запатентовать свой метод определения человека пьяного или не пьяного. Блин, они сразу Нобелевскую получат, я говорю вам об этом. Ну да ладно, перейдем к конкретике. А конкретика у нас такая. Минута 2:35. Показывают мой комментарий. Именно мой комментарий. И диктор за кадром. Конечно, мой комментарий вот такой, на весь экран. Показывает его там полсекунды. Но диктор за кадром говорит о том, что там многие высказыватели, там многие люди усомнились в справедливости нашей Фемиды. То, что там Татьяна была типа незаконно оштрафована. Но если нажать на паузу и почитать этот комментарий, нету там ни одного слова о том, о чем говорит диктор. Не было там слова вообще о Фемиде, каких-то вопросах там, что правильно, неправильно, справедливо, несправедливо. В комментарии было написано именно,
что на Татьяну не был составлен протокол о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Притом полиция с ней общалась лично. И полиция не установила визуально и вербально, что Татьяна была пьяна. Не установила. В отличие от наших журношлюх. Именно журношлюх Гапель СМИ. Ну что тут еще можно добавить? Показывают мой комментарий. Говорят откровенную ложь. О справедливости Фемиды. Да какое может быть сомнение? Татьяна отказалась ехать, потому что считала, что задержание ее незаконно. Естественно, она отказалась. И за это ее оштрафовали на 1000 рублей. Без объяснения причины, без обвинения. Просто так пришли, вытащили женщину из кафетерия в нормальном состоянии. И за это 1000 рублей. То есть у нас полиции не надо... То есть мы на видео не видим, как полиция показывает свои удостоверения, как полиция представляется. Татьяна до сих пор не знает, кто это были, что это вообще за клоуны в форме. Может, это кто-то в соседнем магазине переоделся и разводит людей. За что ее забрали, непонятно. Обвинений-то нету. Одно обвинение, она не поехала с нами, она отказалась. А за что она должна с вами ехать? Этого и не было. Это прямое нарушение законов Российской Федерации, законов вот этих чиновников, лживых, гопниковых вот этих, которые они сами же и писали, и сами же нарушают. А вы, быдло, хавайте. Вторая ложь. Минута 2:40. Идет картинка, за столом 2 мужчины, это ветераны, с кем Татьяна общалась, ветераны, которых тоже лишили льгот. Татьяна достает из сумки какую-то бутылочку белую, отпивает глоток с горла и убирает в сумку. И голос за кадром говорит: смотрите, все очевидно, все очевидно. Что этому диктору очевидно? Что он курит, что ему что-то там очевидно стало? Или употребляет? Может, его самого там что-то торкнуло? Что там очевидно? Человек находится в баре. То есть в это время продажа алкогольной продукции запрещена у нас по всему городу. Человек находится в баре, в кафе. Притом почему-то алкоголь в этом кафе не покупают. Ну потому что мы знаем, какого качества и какой там алкоголь. Там дешевый алкоголь обычно продается. Который, я тоже обычно не пью там крепкие и не крепкие вообще алкоголь. И вино там не беру. Оно обычно дешевое, потому что контингент там определенный. И мы видим, как Татьяна просто достает у себя то, что она принесла, отпивает какую-то жидкость. Один глоток и ложит. И диктор: смотрите, смотрите. На что смотреть? На бутылку с минеральной водой смотреть? Или на бутылку с вермутом, с вином 9-градусным? Или все-таки, может быть, это пузырь водки, который Татьяна фигарит с горла, не закусывая и не морщась? Посмотрите, как я могу, да? Что это? Что там понятно? Зачем человеку тогда приносить с собой в кабак алкоголь, если там он продается? Только потому, что он не пьет тот алкоголь, который там стоит, даже если это был алкоголь. Хорошо, давайте так, предположим, что это была водка. Татьяна приходит, она не пьет эту сыктывкарскую, не травится ей из ректификованного этого спирта древесного высокой очистки, которую они сейчас гонят. Принесла с собой хорошую водку, от которой минимальный вред для здоровья. Хорошо. Давайте так предположим, пускай водка. Татьяна, она такая пропольная алкашка, уже так пьет с горла. Вот. Жаль, что, конечно, не боярышник. Ну да ладно. Отпивает один глоток. На видео мы видим, что это один глоток. И нам диктор говорит: все очевидно, алкоголик, алкашка. Хорошо. Из-за одного глотка водки, это сколько? Грамм 30, может быть, 25-30. Сколько женщина поменьше меня габаритами, поменьше меня ростом. Сколько она? Грамм 20-30 водки. 40-градусной. Что она, алкоголик? Что она в неадекватном состоянии? И, конечно, нет. Она в нормальном состоянии. И именно поэтому полиция в ней не увидела пьяную женщину.
И именно поэтому полиция не составила протокол нахождения в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Этого не было. Ну, потому что она была трезвой. Если это было вино, ну, вермут, пускай 9 градусов, что от 20 граммов вина может быть женщиной? А если минералка, то я вообще молчу. Ну, я предполагаю, да, там можно предполагать все, что угодно. Ну, даже пускай это спирт будет. Хорошо, давайте, спирт 90-градусный. 20 грамм 90-градусного спирта. Что, человек все, невменяемый? Или у нас законом запрещено спирт пить? Нет. Так что тут диктор опять же переврал. Все очевидно. Мне, например, как человеку, который умеет рассуждать, который видит своими глазами и верит своим глазам, а не незнакомому дяде за кадром, который даже свое лицо не показывает, чтобы потом ему просто по городу не ходить после таких слов. Уже за каждое слово нужно отвечать. И он будет отвечать, и вы, и чиновники будут отвечать. Все будут отвечать. Не на земле, как на страшном суде. Ну и третья ложь. Минута 2:52, где показывают нам картинку с странички ВКонтакте, там коалиция, бла-бла-бла, республиканская коалиция, там и... Ну, это такая коалиция, которая против всего плохого за все хорошее, никакой конкретики. Ну, естественно, там диктатура Козина. Ну, это об этом мы отдельно. И на фоне этого нам говорят, что соратники отвернулись от Татьяны за ее выходки. Потому что Татьяна стала привлекаться с администраторами этой странички ВКонтакте. И за это была удалена. То есть у нас, если тебя удалили со странички ВКонтакте, значит все. Ты в реале, что ли, от тебя все отвернулись? Соратники отвернулись. Кто соратники? Егор Козин, который русский себя называет, который ездил там в ДНР, и вы спросите его, почему он оттуда уехал, и с какой славой он оттуда уехал, и что он там творил. Это его соратник. Да Татьяна одна стояла, одна тянула, одна на всю республику. Она вышла с плакатом, не побоялась. Сказала, что Гапликов незаконно украл деньги. Незаконно украл пособие у ее детей. Понимаете? У ее детей. Она стояла, как и Роман Койдан, за своих детей. За себя она стояла. Потом примазался Егор Козин. Уже на суде у Романа Койдана. Там мы все вместе встретились. Потому что для меня это тоже актуальная тема. У меня вот-вот, уже сейчас, вот на днях родится 5-й ребенок. Я многодетный отец. И все вот эти льготы, которые сейчас нужно справки, чуть ли не анализы им сдавать, чтобы я мог нормально в садик отвезти своих детей. Чтобы я мог прожить на эту зарплату, что они сейчас нам в Сыктывкаре. 15 тысяч средняя зарплата. Это у них там по интернету под 40 тысяч средняя. Но это знаем, как они среднюю считают. Это как в больнице. На 3-м этаже температура 40 градусов. А в подвальном морге температура 0 градусов. Средняя по больнице 36,6. Вот так они считают. Пеллер там получает миллиарды в месяц. На Монде. А куча рабочих работает за 20 тысяч рублей. У них средняя выходит 40. Вот так они считают среднюю. И пусть они проживут без поддержки. Притом все эти пособия, они ж не с неба падают. Они формируются с моих налогов. Вот пособия, которые я получаю на своих детей, они формируются из моих налогов в том числе. Которые я отчисляю ежемесячно. Подоходный налог. Налог ФСС, фонд социального страхования, который не отражается в моей расчетке. Что, я там часто болею, что ли, что мне они потом выплачивают это? Государственный пенсионный фонд. У меня более 2 миллионов сейчас заморозили накопительной части моей пенсии. Которые у меня лежали в управлении, в эффективном управлении. И я имел по 20% в год.
А они сейчас это заморозили. То есть в случае моей смерти моя жена ничего не сможет получить. Или с трудом там. Опять с кучей справок. Потому что она наследник. Нет слов, одни эмоции. Тут без матюгов вообще разговаривать невозможно на эти темы. На это вранье. И вот этот вот журналист, который за кадром, начинает говорить, что соратники от Татьяны отвернулись. С чего это они отвернулись? Да никогда русские там со своей коалицией, которая против всего плохого, за все хорошее и никакой конкретики, только вы мне подчиняетесь, говорит, и будете все под моим началом. Да я его сам послал. И Татьяна его послала, и правильно сделала. Потому что одного самодура менять на другого самодура дать смысла нету вообще. Потому что так коалиции не создаются. Коалиции это собрание равных. А не я главный, потому что я придумал, а вы все мои холопы. Да что это такое? И равные выбирают себе руководителя. Это лучший среди равных. Лучший среди равных. И они должны коллегиально, соборно его выбрать. А если что-то не понравится, переизбрать. Вот так должно быть. Вот так коалиции создаются. А не так, я придумал логотип, я написал по-английски, а что-то не по-китайски. И я вам сейчас буду говорить, что вам делать, и вы давайте мои приказы выполняете. О, придумал, коалитчик. Ну, пускай у него сейчас коалиция, он только в интернете. На страничке ВКонтакте, которые прекрасно публикуют Гапль СМИ. Потому что никогда никакой коалиции не был. Не коалиции, а соратником Татьяны не был. Да, он был сочувствующим, да, он вместе высказывал свое недовольство. Ну, так у всех адекватных людей недовольство по этим законам, что здесь Гапликов творит-то. Начиная от его кукурузы, заканчивая башенными кранами и самолетами Ан-2, на которых он летать на работу собрался. Ну да ладно, это все лирика. Ну и в конце диктор сказал очень интересные слова. Подвел такое прям резюме. Татьяна в 4 утра употребляла алкогольные напитки, хотя она мать, и ее дома ждали 2 детей. Представляете, ужас какой? Господа, я признаюсь, я тоже употребляю алкогольные напитки. Я их употребляю в 2 часа ночи. Я их употребляю в 3, в 4, в 5. И самое, что ужасное, я употребляю алкоголь даже в 6 утра. Представляете? Я по сменам работаю. У меня утренние, вечерние, ночные смены. У меня есть выходные, отцепные. Ну, есть люди, которые не всегда ночью спят. Есть люди, которые по ночам работают. А утром в 6 утра идут домой, чтобы днем отоспаться, чтобы потом опять пойти на смену. Но Гапль СМИ и всяким вот этим чинушам, им же это неведомо. Они же не знают, как живет рабочий человек. Они не знают, как живут, как у нас вот, тут вся ежева, работающая на Монде, по сменам, как это вообще происходит. Почему там в 4 утра бывает, что люди после рабочей смены, у которых отцепной, потом 2 выходных, заходят выпить пивка там в 5 утра, в 6 утра. Для них, ой, это алкаши. Это алкаши. А то, что они всю ночь оттарабанили, это не алкаши, да? Им это пофиг. А они даже этого не знают. Они же не знают, как люди живут-то. Да и самое важное, я просто уверен, что вот эти вот самые журношлюхи из Гапль СМИ сами бухают при своих детях, наливая им шампанское в бокалы, заставляя чокаться. Раз в год, но это происходит. Каждое 31 декабря. Выйдите на любую площадь и посмотрите, как там мамаши, папаши с перегаром, с кривыми глазами прыгают, как сумасшедшие, как бесноватые с детьми. А дети смотрят на них, понять не могут. Выйдите, когда салют на вагоне, посмотрите на толпу вот этих вот лицемеров, которые обличают девушку. Напали, блин, на Татьяну, нашли, блин,
козла отпущения. Притом, что так рьяно, вы заметите, никогда ж такого не было. Да потому что Татьяна сказала правду. Они боятся правду. Они боятся правды и света, как все бесы. А оружие бесов – это ложь. Это ложь и клевета. Что сейчас обрушилось на Татьяну? Поэтому, господа, живите своим умом, не живите зомбоящиком. Будьте разумными. На сегодня все. До новых встреч!